حقيرة مقيرة غامرة ودوق حدوخة مدوخة وكورة ودوق. Совет Тайпов Республики Ингушетия, председателю Народного собрания Республики Ингушетия Тумгоеву. Копия главе Республики Ингушетия Калиматову. В адрес регионального общественного движения Совет Тайпов Республики Ингушетия поступают многочисленные обращения от граждан республики, требующих от имени большинства тайпов ингушского народа соответствующие разъяснения и комментариев от официального руководства Республики Ингушетия по поводу позиции Республики Северная Осетия и Алания, изложенной ее министром по национальной политике и внешним связям Багиевым в канун 79-й годовщины депортации ингушского народа, в которой он заявляет о легитимности аннексии исконно ингушских земель. Копия письма министра на 3 листах прилагается. Территориальный вопрос, пишет министр, в разные годы неоднократно поднимался на различных уровнях государственной власти некоторыми представителями общественности Республики Ингушетия. Однако существуют нормативно-правовые акты, подтверждающие необоснованность выдвигаемых территориальных претензий. Цитата заканчивается. Первым, по его мнению, таким фундаментальным актом, дающим право Северной Осетии на аннексию исторических ингушских земель, назван указ президента Российской Федерации под номером 2131 от 30 декабря 1993 года о порядке возвращения в места постоянного проживания беженцев и вынужденных переселенцев на территориях Республики Северная Осетия и Ингушской Республики. Пункт 1 которого гласит: подтвердить статус пригородного района как территории, находящейся в составе Республики Северная Осетия. Однако неконституционность этого указа и, соответственно, отсутствие у него юридической силы очевидны. Во-первых, президент Российской Федерации по Конституции РСФСР от 24 мая 1991 года не имел полномочий решать административно-территориальные вопросы республик в составе Российской Федерации. Во-вторых, вопросы государственно-территориального разграничения Ингушской Республики на тот период находились в компетенции Верховного Совета Российской Федерации, а не президента. Пункт 5 постановления Верховного Совета Российской Федерации о порядке введения в действие закона Российской Федерации об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации. В-третьих, указ был издан на основании закона РСФСР о чрезвычайном положении за номером 1253-1 как временная мера, согласно статье 32, которого акты, принятые для обеспечения режима чрезвычайного положения, утрачивают силу одновременно с прекращением чрезвычайного положения без специального о том уведомления. Поскольку чрезвычайный режим давным-давно прекращен, соответствующие акты, даже будучи на момент издания легитимными, утратили свою силу, а значит и ссылки на изначально неконституционный указ президента Российской Федерации, пункт 1, попытки обосновать аннексию, есть не что иное, как умышленные действия, направленные на продолжение политики геноцида, тотального грабежа захваченной территории и нарушения конституционных прав ингушского народа. В-четвертых, на момент издания указа пригородный район не имел статуса части территории Республики Северная Осетия, поскольку акты, послужившие основанием для включения его в состав Республики Северная Осетия, уже были признаны неконституционными и утратили юридическую силу, а значит и район лишился своего статуса как территории, находящейся в составе Республики Северная Осетия. А Ингушетия еще не приняла свою конституцию и не определила свою территорию, в том числе статус пригородного района, как территории, входящей в состав Республики Ингушетия. Из этого ясно следует, что президент Российской Федерации при всем своем желании не мог подтвердить статус пригородного района ввиду его отсутствия этого района как такового. Таким образом, указ президента Российской Федерации от 13 декабря 1993 года за номером 2131, как и весь остальной перечень нормативно-правовых актов, приведенных министром по национальной политике и внешней связи в своем письме как обоснование аннексии территории Ингушетии, представляет собой просто кучу правового мусора. Все эти акты, даже взятые вместе в их совокупности, не придают легитимности
Ни одному акту Республики Северная Осетия, Алания и ее должностных лиц в силу их неконституционности и, соответственно, отсутствия у них юридической силы в части, относящейся к вопросу аннексии ингушских земель. Республика Северная Осетия обязана была исключить реализацию признанного неконституционным и вследствие этого утратившего юридическую силу положения, а также аналогичных ему положений других нормативно-правовых актов, их использование в практике государственного строительства и отменить положение всех нормативных актов, основанных на нормах, признанных утратившими силу как несоответствующие Конституции Российской Федерации, либо воспроизводящие их. Часть 1 статьи 15, часть 6 статьи 125 Конституции Российской Федерации. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 19 апреля 2001 года. Российская газета от 16 мая 2001 года. Однако Республика Северная Осетия Алания не только не выполняет эти прямые указания закона, а напротив, еще и включила в статью 64 Конституции 1994 года ранее признанные неконституционными, утратившие силу положения статьи 14 Конституции Северо-Осетинской АССР о вхождении пригородного района в состав Республики Северная Осетия Алания. А в 2005 году на основании этого неконституционного положения статьи 64 приняла законы Республики Северная Осетия Алания об установлении границ с Республикой Ингушетия, направленные на легитимизацию аннексии территории Республики Ингушетия. Своими антиконституционными действиями Республика Северная Осетия Алания грубо нарушает законное право ингушского народа на восстановление территориальной целостности своей республики в границах, существовавших до их насильственного и противозаконного изменения, и продолжает аннексии значительной части, более 100 тысяч гектаров, наиболее плодородных ингушских земель. Объективно этой несправедливости способствует бездействие Народного собрания Республики Ингушетия, уклоняющегося от принятия собственных законов, необходимых для реализации закона о реабилитации репрессированных народов, части территориальной реабилитации и статьи 11 Конституции Республики Ингушетия, проекты которых залежались на архивных полках аппарата Народного собрания Республики Ингушетия. Вопросы территориального устройства, определения границ и территории Республики Ингушетия Конституции Российской Федерации отнесены в компетенции самой Республики Ингушетия и закреплены в ее Конституции. Статья 76-78. Среди множества проблем и вопросов, стоящих перед республикой, нет более жизненно важного и безотлагательного, чем территориальный вопрос. Народному собранию Республики Ингушетия, Конституциями Российской Федерации и Республики Ингушетия предоставлены все необходимые полномочия для решения этого вопроса. В связи с изложенным выше, Совет ТЭПа Республики Ингушетия обращается к Народному собранию Республики Ингушетия с настоятельным требованием включить в первоочередную повестку законотворческого процесса рассмотрение и принятие законов, необходимых для начала реализации закона о реабилитации репрессированных народов и статьи 11 Конституции Республики Ингушетия, начав с принятия закона Республики Ингушетия о восстановлении границы с Республикой Северная Осетия Алания. Главу Республики Ингушетия призываем поддержать настоящее обращение и оказать Народному собранию Республики Ингушетия всецелую поддержку. Председатель Совета ТЭПа Республики Ингушетия Приев Магомед Султанович. Спасибо.